Партия «Справедливая Россия» начала формировать корпус общественных наблюдателей для участия в проведении общероссийского голосования за поправки в Конституцию страны. Движение полностью поддержало предложение президента России Владимира Путина. Обсудим это, а также законотворчество вместе с депутатом Государственного собрания Республики Башкортостан и руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия» Юрием Игнатьевым. Юрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Итак, давайте начнем с более масштабной темы. Это поправки в Конституцию страны. Почему «Справедливая Россия» их поддержала и что вы думаете, насколько они важны для страны? Ну, безусловно, партия «Справедливая Россия» активно участвовала в обсуждении этих поправок, и нам очень претит то, что одна из поправок вошла, это закон об индексации пенсий. И вообще, если говорить в общем о всех поправках, то все поправки социально ориентированы и идут в основном на благосостояние нашего населения. Именно поэтому партия и в Государственной Думе, и здесь в Курултай-собрании поддержала те поправки, которые были предложены президентом нашей страны. Как вы оцениваете, как шла разработка и вообще прием предложений со всей страны вот этих поправок в Конституцию? Ну, я так считаю, что обсуждение, конечно, было большое, обстоятельное, и наверняка все то, что было в головах у людей, они нашли отражение в новой Конституции. И я думаю, что все люди, которые так или иначе должны прийти и проголосовать за Конституцию, выразят свое мнение, в частности, проголосовав за или против Конституции, поправок в Конституцию. Мы знаем, что Центральная избирательная комиссия России, Башкортостана тоже в том числе, объявили, что с 25 июня по 1 июля включительно каждый россиянин может проголосовать. Но вот как вы считаете, вот у многих есть сомнения, идти или не идти. Что бы вы сказали таким людям? Ну, безусловно, голосование за поправку в Конституции, ну, я бы, наверное, приравнял к выборам. То есть, если человек идет и не голосует за поправку, то есть вероятность того, что его голос куда-то уйдет. То есть, и не факт, что это будет за или против, человек просто не выразит свое мнение. Не придя и бойкотируя то, что нужно прийти и проголосовать, ну, будет минимальная явка, но что тоже далеко не лучший момент. Поэтому я считаю, что в любом случае необходимо прийти и проголосовать. Единственный момент, что необходимо все-таки не забывать, что у нас пандемия не закончилась, эпидемия продолжается, необходимо соблюдать все меры предосторожности, там, не создавать там, столпотворение, держать социальную дистанцию, маски. Ну, тем более меры будут приниматься, да, там будут работать и сотрудники правоохранительных органов, и сотрудники ЦИК. Просто мы тоже писали интервью, об этом тоже говорили. Да, насколько я представляю, насколько я слушал интервью, Центральная избирательная комиссия очень тщательно готовится к этому моменту, не забывая, что у нас вирус не закончился, вирус продолжается, и все моменты, которые должны обезопасить людей, они будут учтены. Ну, мы коронавирус с вами еще обсудим, Юрий Викторович. А поправка, индексация пенсий. Почему это важно, в чем она заключается? Давайте напомним телезрителям. Как вы понимаете, ежегодная индексация пенсии, она направлена в первую очередь на наших пенсионеров, и если они будут уверены в том, что ежегодно пенсия будет индексироваться, они будут уверены в завтрашнем дне. Именно поэтому поправка очень важна. Дополнительная защита социальных прав. Безусловно. Коронавирус. Как пережили вот вы это время, да, борьба еще с коронавирусом, ну, она идет. Мы ежедневно получаем, как с фронтовых полей, грубо говоря, новую информацию. Как вы оцениваете, вот как сработала государственная система, да, и вот что было примечательно с вашей точки зрения? Ну, безусловно, постигла всех большая беда, если что касается регионального отделения и нашего Центра защиты прав граждан. Естественно, мы все ушли на самоизоляцию, но, тем не менее, продолжали работать. То есть, понятно, что в сложной ситуации мы силами наших коллег, наших людей, которые поддерживают нашу партию, сделали маски. То есть мы раздавали маски там не только на территории города Уфы, раздавали по всей республике силами местных отделений. На улице или как это происходило? Да, на улице, конечно. Как это происходило? Силами наших волонтеров просто раздавали бесплатно случайным прохожим маски. В каком объеме? Примерно более 1500 масок мы раздали по всей республике. Что еще было? Ну, кроме всего, конечно, понятно, что были люди, которые, ну и сейчас же также они остаются, которые наиболее защищены. Это ветераны, пожилые люди, многодетные семьи, малообеспеченные семьи. И опять же, силами наших депутатов, в том числе людей, которые поддерживают нашу партию, мы делали некие продуктовые наборы и силами наших волонтеров по мере возможности это все раздавали. Также в любом случае, уходя на самоизоляцию, продолжал работать и региональное отделение партии, и продолжал работать Центр защиты прав граждан, продолжались консультации людей, и я сам лично, сидя на горячей линии в течение 6 часов, тогда еще как раз
появился «Дорога 02» сайт, я в течение 6 часов буквально трубка на телефоне, она практически не ложилась, и я объяснял людям, как попасть в МФЦ, как проехать в больницу, как попасть на железнодорожный вокзал и так далее и тому подобное. То есть буквально доходило до смешного, что я просто на пальцах объяснял, какую кнопку нажать для того, чтобы распечатать этот пропуск на автомобиле или просто как пройти. Помимо всего прочего, и нам помогал наш финансовый омбудсмен, помогал, когда, помните, ипотечные каникулы, вопросы возникали. То есть у людей было множество вопросов, опять же, те же житейские вопросы, что касаемо там, ЖКХ, дорог, то, что там во дворе творится, это все не останавливалось, несмотря на пандемию. И мы продолжали работать в том же темпе, в том же духе и продолжаем сейчас работать. Как вот вы лично сказали, работали на телефоне горячей линии, это тяжелая работа? Вы знаете, да, в течение 6 часов я буквально ложил телефон, тут же его подымал. Потому что просто телефон был раскален до красна. Это не только я, это все мои коллеги, просто мы дежурили по времени. Вот я в течение 6 часов просто без остановки там, попил водички и продолжаешь. Причем помимо того, что житейских вопросов, как попасть в МФЦ и тогда в Сбербанк и так далее и тому подобное, ну, были вопросы, которые, опять же, были там, обращения про ЖКХ, про дороги, про те же самые, там, про ремонт дворов. То есть какие-то вещи я просто буквально фиксировал и потом уже отправлял депутатские запросы в соответствующие инстанции. Как вы оцениваете, как среагировала государственная система на пандемию по коронавирусу? Ну, вы знаете, да, конечно, может быть, в первую очередь это было для всех неожиданностью, но все-таки хочется сказать в первую очередь благодарность тем врачам, которые находятся в первую очередь на передовой. И продолжают находиться, то есть они на себя приняли этот удар. За это им большое спасибо. Тем не менее, и госорганы по мере возможностей, я так понимаю, что напрягая все силы, все-таки постарались этот удар выдержать. Да, то есть на сегодняшний момент у нас ситуация стабилизировалась, у нас есть коечные места. То есть я думаю, что в принципе сработали очень хорошо. Ну, вообще ситуация в экономике, вот рост безработицы произошел, да, многие остались без работы. Справедливая Россия рассматривает ли какие-то новые инициативы на улучшение положения таких людей? Над чем сейчас работаете? Вы знаете, вот то, что касается «Справедливой России», сам Сергей Михайлович сказал, что сейчас не время для... Миронов, для телезрителей проговорим, да. Это лидер «Справедливой России». Да. Сергей Михайлович сказал, что сейчас не время заниматься политической борьбой, сейчас все силы должны быть направлены именно на то, чтобы помогать гражданам. Это в первую очередь. Понятно, что ситуация сейчас такая, что многие люди, кто-то остался без работы, но тем не менее есть меры государственной поддержки, есть меры, предложенные и правительством, и президентом страны, и нашим главой региона, которые реализуются и которые реально могут помочь в данной ситуации. Ну и в том числе правительство России готовит второй план поддержки экономики и россиян в том числе, то есть мы ожидаем еще новостей из этой сферы. Да. Давайте обсудим работу в Курултае. Юрий Викторович, ну вот дистанционный режим, как вы его оцениваете? Потому что сейчас заседание проходит в дистанционном режиме по видеосвязи. Непривычно? Ну, конечно, непривычно, но человек ко всему привыкает, и тем не менее мы приспособились, спасибо тем людям, которые обеспечивают всю техническую поддержку. Конечно, есть сложности свои, но тем не менее продолжаем работать, ничего страшного. Угу. Ну, вот вы являетесь заместителем председателя Комитета Государственного собрания Республики Башкортостан по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Наиболее такие заметные инициативы, которые были, это закон о парковках и закон о тишине. В чем смысл их? Напомните, пожалуйста, они приняты в первом чтении, и какой эффект должен в конечном итоге быть? Ну, закон о парковках у нас принят в целом, поэтому он уже сейчас имеет свои результаты, которые у нас отслеживаются постоянно депутатским контролем. А что касается закона тишины, это, да, так называемый закон тишины, совместно разработанный нашим комитетом, нашими коллегами. Он родился не то чтобы из ниоткуда, это большое количество обращений граждан не только ко мне, но и к моим коллегам. Именно в связи с этим и был разработан законопроект. В частности, молодые мамы говорят о том, что там в какой-то период там, с часу до 3 необходимо там, ребенка усыпить, поспать. Но, как вы знаете, у нас есть любители поработать перфоратором или делать какие-то ремонтные работы. Вот именно в связи с этим и был предложен такой законопроект для того, чтобы облегчить жизнь наших граждан именно вот в период, когда там нужно уложить детей спать, там, я не знаю, пожилые люди тоже должны отдыхать. И закон о парковках? Закон о парковках, он уже принят. Напомните, пожалуйста, в чем смысл и что нового? Но вы прекрасно понимаете, что есть у нас зеленые насаждения, которые у нас высаживаются, да, то есть понятно, что
Возможно, где-то в каких-то местах и нету специально предназначенных мест, но это не повод для того, чтобы портить те зеленые насаждения, которые с трудом высаживаются людьми, за которыми ухаживается. И, соответственно, также и в зимнее время, да, то есть парковка на тротуарах, которая там и людям мешает ходить, и портит там эти заграждения. Именно в связи с этим и был принят этот законопроект. Какой эффект ожидаете? Автомобилисты станут бережнее относиться к благоустроенным площадкам? Ну, безусловно, эффект имеется по той простой причине, что и штрафы налагаются. И рано или поздно это все будет дисциплинировать всех водителей наших. Юрий Викторович, вы проводите приемы с избирателями. Какой вот топ-5 проблем чаще всего обращаются к вам жители Башкортостана? Ну, вы знаете, сейчас в период коронавируса прием граждан у нас довольно ограничен. То есть, ну, тем не менее, да, в онлайн-формате. В онлайн-формате, если только, да. Ну, в первую очередь, это вопросы ЖКХ. Это вопросы начисления платы за отопление, как вы знаете, да, у нас там были некоторые вопросы. В начале года, да. Да, в начале года. Вопросы, связанные вообще, в принципе, с квартплатой. Безусловно, вопрос – это дороги. Дороги не то чтобы общего значения, а дороги во дворах, то, что ямы, которые необходимо заделывать. Вот, наверное, это вот в основном те вопросы, которые вот задают люди. И все вокруг них так и все и кружится, в принципе, по большому счету. Ну и в завершении нашего разговора, может быть, ваши рекомендации телезрителям главного республиканского телеканала по ситуации с коронавирусом. Нужно соблюдать масочный режим. Что еще вы можете посоветовать? Ну вы знаете, вот я, наверное, все-таки повторюсь, меня довольно сильно угнетает то, что люди не соблюдают масочный режим, перчаточный режим. Я зачастую наблюдаю, что я понимаю, что может быть социальная дистанция, но элементарно, придя в магазин, ты наблюдаешь, когда люди вплотную друг к дружке, без маски, без перчаток находятся, но это абсолютно недопустимо. Если человек не заботится о своем здоровье, то необходимо заботиться о здоровье других, потому что, как вы знаете, что вирус может проходить и бессимптомно, то есть и человек, там, находясь без маски, может просто заразить другого человека, не видя и не понимая этого. Поэтому я все-таки призываю всех соблюдать этот масочный перчаточный режим, чтобы все были здоровые. Спасибо большое, Юрий Викторович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был депутат Государственного собрания Республики Башкортостан, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Юрий Игнатьев.